Однажды, тогда же, в январе 1995 года, мне говорит Джохар Дудаев, что он договорился с Черномырдиным о прекращении боевых действий на 48 часов. «Свяжись, — говорит, — с Бабичевым и договорись о том, как бы убрать трупы и спасти тяжело раненых». Меня соединили с Бабичевым, и я об этом ему в очередной раз сказал, уже от имени Дудаева и Черномырдина. Бабичев сказал, что позвонит мне через 30 минут. Потом он мне аккуратно позвонил и вполне серьезно голосом телевизионного диктора говорит: «Условия такие. Над президентским дворцом вывешивается белый флаг, верхняя одежда снимается, оружие с собой не берется, выходите по 10 человек с поднятыми руками и направляйтесь в сторону улицы Розы, Люксембург». Я с трудом выслушал эту болтовню как бред сумасшедшего и очень вежливо послал его туда, куда обычно посылают русские мужики. Бабичеву мой ответ тоже, видимо, не понравился, и по президентскому дворцу был открыт интенсивнейший огонь из всех орудий. По интенсивности открытого огня и по продолжительности обстрела, длившегося целыми сутками, не прекращаясь, можно было подумать, что против российской армии воюют тысячи людей. На самом деле в президентском дворце было не более 30-40 человек, в здании Совмина 30, в гостинице «Кавказ» 20, в здании архива 30 человек. Это правда. Я не буду лгать перед лицом своих товарищей. А сколько шума, сколько пафоса, сколько бомб, снарядов, мин и ракет было пущено, уму непостижимо. Наверное, это был самый плотный обстрел на квадратный метр во всю историю человечества. Расскажу еще об одном эпизоде драматических январских дней 1995 года. Событие происходило в 12-этажном здании около республиканского ДГБ. Наши ребята загнали российских десантников на 12 этаж и предлагали им сдаться. Операцию проводил подполковник Аюбов Айса. Сверху кричит капитан десантников и предлагает сдаться чеченцам, так как все близлежащие здания находятся под контролем российских войск. Иса говорит капитану, что его обманывают, что все российские подразделения давно выбиты и что не чеченцы, а они находятся в плотном окружении. Капитан не верил. Он по рации получал информацию другого характера. Тогда Иса ему говорит: «Ладно, послушай, сейчас получишь более свежую информацию из первых рук». Подошел к окну, повернулся на север и крикнул: «Аллаху Акбар!». Из здания напротив ответили: «Аллаху Акбар!». Затем по очереди поворачивался на запад, на восток, и отовсюду отвечали «Аллаху Акбар». Только тогда капитан понял, что его нагло обманывают, и он решил сдаться, чтобы спасти сотни жизней молодых ребят. Иса привел того капитана ко мне на переговоры. Мы договорились, что десантники сдают оружие, и мы их отпускаем. Но это должно было произойти в полдень следующего дня, так как мы должны были обеспечить им безопасный уход. Но так получилось после той встречи, что рано утром следующего дня в том же здании, где на 12 этаже были заблокированы десантники, проходила моя встреча с Бабичевым. Было это на 3-м этаже. Мы на 3-м, наши бойцы на 11-м, а российские на 12-м. В тот день мы ни о чем не смогли договориться. Встреча прошла безрезультатно, и мы холодно расстались. Я поднял палец наверх и спросил: «А что с этими делать? Они разве не ваши? Вам безразлична их жизнь?» Бабичев только махнул рукой: «Делайте, мол, что хотите». Мы этих десантников и их командира-капитана вывели из здания и отпустили после сдачи оружия, как и обещали, хотя Бабичеву их судьба была совсем неинтересна. Поведение Бабичева меня удивляло еще потому, что он входил в Чечню чуть ли не как миротворец. Возле Серноводска мирные люди ему сделали живой заслон. Его обнимали женщины, дети, старики, просили не убивать, и он там всем давал обещания. Нам вначале показалось, что он честный офицер, который не пойдет на народоубийство, последует примеру, скажем, Эдуарда Воробьева. Но мы обманулись в нем. Они с Рохлиным захотели повоевать, и нам пришлось принять их вызов. Чести и славы им это убийство 100 тысяч мирных грозненцев не прибавило. Рано или поздно их будут проклинать сами русские.